Доброе утро, дорогие друзья. Дал им сегодня яблочек. Он умка бегает, играется, как игрушка ему. Где он тут? Вон он. Игрульки ему все. А этот все боец, все выяснить со мной хочет. Что ты хочешь выяснить? Я не понял. Волчара. Вон, видите, яблочки едят. Что такое, братиш? Посмотрите, как едят. Арюшка, красотка моя. Красавица. Видели того брата Рагнара? Красивый тоже. Очень похож. Все говорят, что он будет серый. Что он как серый волк в лешего. Нет, друзья, он должен быть серебристого окраса. Серый вот. Видите окрас? Вот это серый. А у Рагнара серебристый цвет. Окрас, точнее. Сейчас, давай, иди. Мишка, 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 Мишка. Доброй ночи, дорогие друзья. Посмотрите, как уберет у Рамзана, не боится. Сегодня целый день мотался по делам. Завтра уезжаю в Архангельск к Игорю, к охотоведу. Возьму с собой Лую, Алиту. Сегодня их не кормили. Завтра утром Акелу покормят. Потому что их тот вольер вообще никому не дали, чтобы не дрались. И еще хорошая новость. У нас Фурия съела все сердечки. Мало антибиотиков купил, надо будет докупить. Рамзану уже сказал. Надеюсь, что приеду и не прозеваем течку у Кубы. Потому что по анализам показалось, что еще рано, как и говорил. Но если что, буду созваниваться с Рамзиком, чтобы он проверял, присылал мне фотографии, видео. Будем если что наблюдать за всеми. Фурию в последнюю очередь покормили, потому что ездили, покупали сердечки. С сердечками она нормально все съела. Вон Акела носится, тоже хочет. Поездка будет дальняя, завтра 1000 километров. Встаю в 5 утра и в путь. У нас уже 11 ночи. Пока все сделали, разложили. Сергей последние часики у нас тут протягивает электричество. Ну, хотя бы временное. Сейчас, подожди. А сейчас? Какая сирена? Что сейчас? Так, аккуратнее. О! А выключи. Доброй ночи. Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики. А я тебя ищу, не нашел. А кто меня искал? Я вам нужен был, сударь мой? Вот, посмотрите, заправили газовый баллон, а то закончился уже. Это нам газовый баллон передала Ирина Дмитриевна, спасибо ей большое. Мы под него купили переходники, шланги и вот такую пушечку. Она у нас сушит дом. Сушить дом, наверное, будет недели 3. Спасибо. Да, заправили его, все хорошо. Будет с утра до вечера работать, сушить дом. И я думаю, за недельки 3 дом просушится. Пока никаких работ здесь делать особо нельзя. Ну, имеется в виду, наверное, это, да, отделку. Сергей, расскажите, пожалуйста, что вообще требуется сейчас по этому дому? Ну, надо просушить, потому что много дождя было, когда мы строили. А потом уже
составить план, из чего делать стены, какой материал использовать, и по этому плану двигаться дальше. Да. Ну и постепенно, Постепенно, да, уже можно и ванную делать, да, надеюсь, Дверцы нужно еще поставить. со временем сделаем хотя бы ванную комнатку. Вот это, видите, все мокрое. Вот, это все должно выйти оттуда влага. И все это должно высохнуть. Но пока что, вот сегодня второй день уже она работает. Кстати, смотри. Вот видите. Вот здесь просушила. Вот тут просушила, Вон да. там тоже. А вот здесь все равно еще. Ай, нифига она горячая. Нормально, смотри. Ноги греет офигенно. Ты сейчас себя попалишь. Чувствуешь этими обожженными Да. волосами? Вот здесь, видите, все в комнатах. Все это должно просохнуть, да и само дерево должно просохнуть. Тогда не совсем будет уже сухо, влажности вообще. Да, и потом вот эту часть закрыть тоже полностью пленкой. И также пушкой просушить, потому что там все печально на веранде. Вот что по домику. Потолки здесь сделали. В коньке сколько у нас здесь, Сергей? Почти 5 метров? 4,50, да. Здесь гостиная, кухня-гостиная 4,50. А в остальных сколько? 2,80? В остальных 2,80 по стандарту. Вот это кому интересно по домику. Сейчас, правда, темно, но ничего. Что есть, то заснял. Вот такой вид будет. Все видно отсюда, все вольеры. Фурия за Акелой следит что-то. Влюбилась, наверное? Все, и Куба, и Вега. Что-то они там творят, посмотри, он носится. Эй, вы чё? Легли тут и не подходите даже ко мне. А? Ария. Умка, вы чё? Так, здесь грязище капец. Иди сюда. Ты чё охотишься на меня, а? Иди сюда. Братиш, ты чё? А? Чё у тебя нос суховат? Вы чё тут с сухими носами? Капец. Ты чё газуешь? Ария, иди ко мне. Ария, иди сюда. Иди сюда, девчушка. Они там мясо свое защищают. Поэтому и лежат возле него. Да, вон мясо. Грызут. Ну ладно. Так, я пришел свет выключить. Чего ты? Какой ты вообще наглец стал? Ни в какую. Ладно, разберемся. Приеду с тобой. Арюшка, когда надо, не подходишь. Когда тебе только надо, подходишь. Блин, грязюка. Капец. Иди сюда. Умка. Ария, иди сюда теперь ты. Иди сюда. Ария. Иди сюда. Иди сюда, моя девочка. Иди сюда. Ай-яй-яй. 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 Ай-яй. Тебя б тоже взял бы. Ну вы вообще мне всю машину разорвете. Ох, какой у тебя был. Да. Братиш, начинаешь меня напрягать этим. Ой, зайду тебе надаю. Ой, зайду, надаю тебе. Да. Не хочешь дружить ты со мной, походу, да? Не вынимаешь ты ласки. И себе, и никому не даешь, да? Да? А? И себе, и никому не дашь, да? Ой, как
какой вонючки. Да, да, да. Ой, вонючки какие. Все, давай, пока. Спокойной ночи. А эти голодные есть просят. Ну, потерпеть придется. Надо на пустой желудок завтра ехать нам. Вечером уже приедем. Дай бог, покормлю вас немножко. Фурия. Так, почему замок не повесили? Не пойму. Ладно, Рамзан он забыл. Так. Куба. Все, жди меня, Кубка. Что вы, молодожены? Дети. Ага. Доброе утро, дорогие друзья. Мы готовы уже к старту. Посмотрите, кто у нас в гостях. Сороки. Вон их сколько. Раз, два, три, четыре, пять. Вон еще. А это вот вороны сидят, по-моему, наверху. А здесь сороки. Да. Походу вороны боятся сорок. Кто там у нас? Сина видит меня, просится. Открой, открой мне дверь. Акела злой, то что его не берем. Пойдемте, девчата. Пойдем, 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 пойдем. Ой-ой-ой. Видите, как себя все ведут. Пойдем, пойдем, пойдем. Все, молодцы. Оба. Такая свора, конечно. Давай, Лид, вперед, вперед, вперед. Так, ну сейчас я вам помогу. Друзья, заехал на заправку. Думаю, посмотрю под капотом. У меня, в общем, дворники работают, а брызговики нет. Начал смотреть. Здесь все залито. Начал проверять шланги. И смотрю, вот этот шланг порван. Я не понимаю, как он мог порваться вообще. Сейчас искал изоленту в этом магазине на заправке. Изолент нету. Ну, доеду, сколько доеду, то будет видимость. Потому что дождь, посмотрите, погода не очень. И постоянно брызги летят. Ну, будет ближайшая заправка еще какая-нибудь. Спрошу там. Отрежу эти шланги. Укорочу, может быть, хомут какой-то будет. Не хомут, а резинкой сверху. Капец. Везде дожди. Перемотал там изолентой временно. Дождик идет, все мокро, неудобно. Но все равно вот заработали. Остановился, попил кофе. Нам сейчас осталось 765 километров. Показывает прибытие в 9 вечера. Уже вон 12 дня. В общем, едем. Дождливая, конечно, погода. Но ничего, нормально. Надеюсь, наши девчата себя проявят в охоте. Будет GPS. Взял с собой ошейники. Обязательно, как раз Луи Алита. И посмотрим, как они себя будут вести прям в незнакомой местности. Потому что здесь по 2, по 3 раза я выезжал на одни и те же места в охоте. В общем, посмотрим, как себя будут вести девчонки. Так, обгоняем. Спасибо. Друзья, не переставая льет дождь. Алиту и Лую не выгуливал на заправках, так как это будет проблематично. Объясню почему. В общем, если тайга, она как бы ездила на машинах, и у них стрессоустойчивость, конечно, получше, чем у валендов.
Вот, и лишний раз их стрессовать, выводить на улицу, тем более двоих, одна в одну сторону, вторая во вторую сторону тянет, это будет очень тяжело. Если их выпустить, ну, на поводке даже погулять, и потом обратно их в машину тянуть, они уже не сядут в машину. Они будут, как эти, рвать, могут огрызаться, не захотеть в машину лезть, потому что уже были случаи, когда я высаживал их в одном месте, когда ездил в лес. Потом хотел переехать, чтобы их забрать, а они ни в какую не сели. И пришлось, они бежали за мной все это время там. Вот, поэтому не стал рисковать, лишний раз их не выводить. Уже осталось нам, сейчас скажу, 390 километров. И уже будем на месте часа 4-5. Ну, наверное, 5 часов, 5-6 даже. Вот такие дела. Они не ели сутки до этого. И сегодня тоже вот не едят. Я взял корм. Вечером покормлю, попою. Так, легенько. И завтра в лес.